говорит, да, ведь он говорит, надо помочь, ну, как бы пытается, да, и в то же время дает всякие самолеты или какие-то, или стрелялки какие-то, нахуй, всякие, у него стрелялку, не знаю, называется, бомбы, вот эти ракеты, нахуй, дает, всякие, блядь, нахуй, Shadow, не Shadow, блядь, вот, примерно. Вот он, как говорится, дает, для чего он дает, блядь, нахуй? Чтобы Зеленский победил, блядь. А Трамп что делает? Трамп говорит, блядь, бабки дай, я тебе дам, но не стреляй в Москву, блядь. Это как, нахуй, блядь? Почему, блядь, французский президент, получается, делает какие-то, правильные дела, а Трамп говорит, нахуй, деньги, давай деньги, блядь. Понимаете, вот уже, блядь, тут идет какой-то идиотизм, нахуй. Идиотизм того, что, блядь, нахуй, так скажем, вот эти вот, так скажем, блядь, вот причина, блядь, денег, нахуй, дает такое, можно сказать, унижение, что ли, нахуй, перед Зеленским, точнее, перед Трампом Зеленскому, что такое вот идет унижение, что этот странный, блядь, нахуй, Трамп пытается, нахуй, блядь, взять за горло, блядь, нахуй, и говорит, блядь, блюй, блюй, нахуй, блядь, блюй, дай мне, блюй, нахуй, типа, да, вот, типа вот так, блядь, ну, типа, либо дает, нахуй, блядь, и в то же время, нахуй, пытается уже забрать, нахрен. Вот нахрен тогда ты, так скажем, ответил тогда, точнее, не ты, блядь, твое правительство дало, блядь, ход этой войне, блядь, помогая Зеленскому победить. Вот, а ты приходишь, чтобы Зеленский проиграл, блядь. Вот тоже какой-то, блядь, нахуй тупизм, блядь, понимаете? Поэтому я считаю, что такие выходки, вот такие тупорылые выходки, это, ну, так сказать, ну, я считаю, что это полный какой-то, блядь, нахуй, старый маразматик, нахуй, Трамп, блядь, то, что он ему в голову пришел, то и говорит, блядь, нахуй, хоть там пусть, нахуй, он отправил того, пятого, десятого, блядь, от этого ничего не меняется, потому что, блядь, везде, блядь, то, что они говорят, не делается, а говорят, потому что им задание дал Трамп, блядь, делается по трамповскому действию, блядь, вот примерно так. Что ли, блядь, гость программы «Триангуляция» Максим Кузахметов, историк, журналист и активист движения «Свободная Ингрия». Ну вот этих я не смотрел, вот этих вот. Оказывается, я даже этот телеграм закидывал их, чтобы не забыть. Ну вот как раз таки вот этот Максим Кузахметов посередине, вот он пытался, нагонял, блядь, шум, блядь. Но получается, гон шума егошнего, ну, такой, знаете, блядь, даже я от него, что ли, я услышал же, вот от него, вроде, да, что гон этого, так скажем, шума в том, что вот сколько, говорит, нахуй, Навальнюги, там еще кто-то, вот эти хорошие русские, говорит, туда-сюда, блядь, по каким-то местам заходят, что-то там их принимают, а нас, говорит, никто даже не принимает, типа, за свободу Ингрии, там, за свободу чего-то там, блядь, нахуй, от путинского режима. Вот эта хрень, говорит, не получается. Вот как-то он, так скажем, высказывался насчет этого. Поэтому я же говорю, с одной стороны, он прав, как бы можно с ним с такой речью согласиться, но мы же не можем, как сказать, ну, верить-то, само собой мы не можем верить. Ну, имеется в виду, вот этот весь, то, что он говорит, как-то вот, то ли сделать мы не можем, то ли вот как-то реализация у нас вот этой, то, что он пытается нам говорить, что там этот хорошие русские там есть, блядь, ходят, блядь, по каким-то инстанциям, блядь, европейским, туда-сюда ходят, в НАТО ходят, там, или там Брюссель бывает, там, или еще где-то там, блядь, а наших не бывает. Ну, это означает как раз-таки тот момент, вот, что наши почему там нету, потому что у нас нету, у Навального, конечно, тоже армии нету, но у нас подавно, у нас нету дискуссии, блядь, с американцами, с европейцами. Почему? Потому что у нас нету с чем туда идти, блядь. А у них есть, блядь, понимаете, у них есть, блядь, вот эта хуйня, что ихне вот это призыв, можно сказать, блядь, нахуй, шествие, нахуй, вот это, блядь, оно уже было, блядь, во время живого Навального, блядь. Понимаете, вот это навальнисты сраные по всей России бегали, нахуй, алло, нахуй, да, типа, что-то там пиздели, блядь, понимаете, Башкортостан с Татарстаном, Ичкерия, Дагестан никогда такого не делали и не могут такое сделать, понимаете. Вот загрузка наша, в чем отличие и так далее, что мы не можем, они могут, и такие выкидоны, блядь, нахуй. Я считаю, как бы от этого Максима, ну, как бы, неуместно, что ли, блядь, вот, не к месту, так скажем, почему, потому что у нас нету тех лидеров, которые бы сказали, что вот у нас есть армия, мы готовы, короче, пойти на Москву, вы сзади там поможете нам, еще подкидывайте там дров, блядь, чтобы они там по дороге не сдохли. Вот примерно так, понимаете? Примерно так. Короче, новостей до хрена. Сори. Короче, русские решили стравить татар и чуваши фейковым письмом. Что тут пишет? Свободный Идель Урал. Сыны монархии. Какой-то комментарий. Сейчас почитаем, о чем говорится. Сыны монархии. Нам пишут. Вставлю и свои 5 копеек в разговор, если позволите. Я по национальности чувашка, православная, как и подавляющее большинство чувашей. Тюрки тюркам рознь. Мы как раз та ветка волжской булгар, которая не захотела по каким-то причинам принимать ислам и ушла в те места на Волге, где сейчас современной Чувашии. И находится у меня и у большинства моих земляков. Я уверен, эта картина в кабинете главнодумовца вызвала шок. Это что вообще такое висит у официального РФ? У официального лица РФ? Да еще довольно высокопоставлено. А кабинет представлено. В кабинете как такое может быть? Оказывается, может и это очень грустно. Я, как представитель малого народа России, осознаю ведущую роль русского народа на протяжении всей истории России. Понимаю, что будет, например, с ними, как с народом, если вдруг Россия распадется. А она распадется, если русского народа не станет. Понимают ли? Это думался уверенно, да. Потому что именно поэтому висит у них эта картина, где русские князья и спас нерукотворный погибают под Ордой, как мечта, как план, как намек. Это ловушка центр России надо прикрыть, я думаю, выразил свои мысли все. Выразил сейчас мысли всех нормально русских людей, да-да. Именно русской я себя ощущаю, русская чувашка. Это пиздец, нахуй. Вот
Русская чувашка. И тут, давайте, что они говорят. Русские решили стравить татар и чуваши фейковым письмом. Экстремистский паблик сына монархии опубликовал якобы от имени Макутки из Чуваши вымышленное письмо, которым та призывает разобраться с татарами. Турки татарам рознь сразу же заявляет фейковый персонаж, который считает, что лучше быть с московитами, а не с тюрками. В последнее время такие письма нередко с текста якобы от имени макутов из многих народов публикуют практически все экстремистские ресурсы в Москве. Ведь напрямую они не могут написать, это не воспримут представители коренного населения. Вот такая вот хрень, короче. Я примерно понял это, короче, что типа узкожопом, типа что-то там, типа не разрешено там и так далее. Если это разрешить, то это будет пиздец. Как вот в Чувашии получается. Травить между собой. Оно так и было. Вот как раз таки в Алтар-Батыре тоже говорится то ли 200 узкожопых, то ли 100 и 200 этих вот этих крымских татар и так далее. Не, чувашей. 200 чувашей и 100 русских, или наоборот, пошли, когда восстания были, вот из Башкортостана в сторону Казани, они пытались его взять обратно. И как раз там шли войска, когда все башкортостан уехали домой, сказали, мы все, Алтар-Батыр все был ждал, и у него, и ему против вышли вот эти чуваши. Узкожопые притащили чуваши, войска где-то, то ли, ну сколько-то там, я не знаю, может, там, 15 тысяч, может, 30 тысяч, и в итоге, короче, они этот, ну как бы вроде общий язык нашли там. А тут полная какая-то фигня получается. Примерно так. Ой, так, меня рубит, то она уже все жестко, уже 3,5 часа. Так, я примерно то, что я закинул, дочитал вам со своего этого. Короче, что, наверное, будем закрываться, потому что пипец рубит, короче. И этот, ну, кто там сидел, Рахмет, я постараюсь завтра, когда у меня этот будет Wi-Fi, я этот загружу, то, что я записывал. Чуть-чуть зажимать буду, и чтобы меньше, быстрее, чтобы люди прослушивали, смотрели и так далее. Удобно и сжимать удобно, чтобы загрузить на другие каналы. Ну, этот будем прощаться, так это был примерно новостной день был, короче говоря. Олга Башкортостан, Олга Татарстан, Украина. Не сдаемся, говорится, пока не уничтожим Москву. Примерно так. Мои пожелания. Всем рахмат, кто был со мной. Будем закрывать тогда.